Вы смотрите актуальное интервью в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Навигация в республике стартовала. Сроки зависят от типа судна и района. Для маломерных судов в центральных и южных районах с конца мая, а в арктических улусах начнется в первой декаде июня. Для грузового и пассажирского флота дата зависит от готовности рек. Выход на воду до указанных дат запрещен и влечет административную ответственность. Об открытии навигации на реках Якутии мы сегодня и поговорим. Наш гость в студии Семен Коркин, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха. Семен Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. О старте навигации. Какая подготовительная работа была проведена вот как раз-таки для успешного прохождения весеннего половодья? В целом, навигационная и подготовительная работа во всех реках, это у нас Лена, Яна, Индигирка, Колыма, произведена. Выморозочные работы, подготовительные работы. На особом контроле у нас находились суда, которые так называемым неплановым случайном устое находятся. Это на верховых реки Лена у нас были, на реке Алдан ситуация была такая сложная. И в Верхоянском районе, в районе поселка Сайды и поселке Быков-Мыс тоже вот такие случайные устои в прошлом году были. На сегодняшний день планы мероприятий перевозчиками разработаны. Такие выморозочные, подготовительные, дополнительные мероприятия полностью выполнены. В целом на контроле находится. Что касается тех готовностей с флота, в целом 722 единицы готовность мы должны ввести в эту навигацию. Из них порядка 60% уже на готовности находятся. Первый тур навигации уже у нас начался. Первые суда у нас уже зашли на реку Амга. Это сегодня вот как раз 9 утра уже выгружена первая баржа-буксирный состав. 2000 тонн угля уже для Амгинского района доставили. Уже на подходе второй баржа-буксирный состав. В целом на Амгу мы должны 10 тысяч тонн угля доставить. Здесь флот достаточно. Этот флот задействованный, который стоял в Хандыге, и дополнительно помогают суда, которые стояли в Жатае и в пути находятся. Что касается реки Вилюй, уже на верховьях Лена ранее относительно на 1-2 дня сроки открытия навигации было, поэтому Алроса Лена наливными судами уже на подходе, уже погрузка где-то в середине мая произошла, и уже в пути находится уже к устью реки Вилюй. 27 числа открыто судоходный участок, открыт это от Якутска, грубо говоря, до устья реки Вилюй, и до устья реки Вилюй, и на реке Вилюй тоже вот ранние сроки. 26 числа уже судоходная установка открыта, действует, поэтому первые суда уже в ближайшее время должны зайти. Суда Лорб тоже находится, одно уже судно, сухогрузное судно уже с плавкраном уже в пути, в сторону тоже устья вышло, погруженное уже с углем, и на подходе тоже на погрузском Мироновском разрезе находятся суда Лорпа, которые уже назначением в Вилюй. В целом на Вилюй мы должны доставить порядка 90 тысяч жизнеобеспечивающих грузов. Тем самым, например, уже на быстромелеющей реке, на реку Вилюй, где вот сроки ограничены, уже завоз начался. И также на Колыме уже на участке открыто участок, это Семчан, Зырянка, это верховьях реки Колыма. Здесь регулируемый участок тоже. Воды достаточно, поэтому первые суда уже, Колымская судоходная компания, уже 5 единиц уже в пути находятся тоже в Верхний Семчан, чтобы погрузить. В основном это для продуктов питания, для субъектов малого предпринимательства груза. Поэтому уже интенсивная навигация у нас началась. Вчера встретили первое судно с пиломатериалами Лорб Даркалахе, поэтому уже интенсивно уже крутится, старт вертится, был начинается. бодрый, да. Очень хочется надеяться, что и такое же интенсивное продолжение будет работать. Да, вот а по поводу Даркалаха, там ведь, где паромная переправа, произошли небольшие изменения. Со стороны Нижнего Бестяха, например, появилось 3 полосы в накопителе. У нас здесь 2, там что-то очень сильно, да, занялись благоустройством? Да, на паромной переправе действительно благоустройством продолжаем заниматься. Ассоциация паромов Якутии, это альянс частных перевозчиков, и Лорб туда входит. И есть грузовой перевозки выполняет ассоциация. Здесь тоже план этого года — это
внедрение оплаты на берегу в первую очередь. Здесь в прошлом году, позапрошлом году, в течение 2 лет мы пытались войти, но были определенные предпосылки программным обеспечением, оборудованием. На сегодняшний день данное мероприятие тоже полностью устранили замечания, которые ранее были, поэтому уже оплата на берегу будет. По накопителю действительно расширение это будет дальше продолжаться. Например, со стороны Якутска дальше будем смотреть по реконструкции улицы Советской Армии. Уже поэтапно тоже ведем и поэтапно должны найти к паромной переправе. Со стороны Нижней Бастяха тоже расширение полос будет организовано. Сейчас уже земляные работы, подготовительные работы тоже практически завершены. 3 полосы должны ввести. И, например, для заезда транспортных средств, например, неотложных служб и так далее, отдельную полосу будем делать, чтобы обеспечивать проезд без препятствий. Изменились ли тарифы на перевозку? Вроде Госкомцен установил какие-то предельно допустимые значения. Да, по тарифам тоже с прошлого года чуть изменения произошли, в части того, что раньше по Якутск, Нижний Бастях, по грузоподъемности машин, автотранспортных средств смотрели, например, от тонны массы груза. На сегодня принято принципиальное решение, то, что по ширине, по длине, по габаритам транспортных средств смотреть. И исходя из этого нормативное постановление правительством принято такое положение и поэтапное увеличение тарифов в течение 5 лет для урегулирования, грубо говоря, тех либо иных затрат, которые перевозчики вкладывают в инфраструктуру, тот же берег и модернизацию судов. На сегодняшний день, по сравнению с прошлым годом, если смотреть, то 15-20 примерно относительно повышения тарифов есть. Например, по малым легковым машинам, например, 1200, 1150 было, сейчас 1200 с чем-то получается. И порядок, например, 1250, где-то 2000 с чем-то, например, для больших грузовых, например, легковых машин, например, джипов и так далее. Градация такая есть. Для мотоциклов, например, было 300 рублей, стало 350 рублей. Относительно 500-200 рублей, такая разница есть. Это тоже зависит от инфляции, в целом ситуации в стране. Но у нас же не только речные перевозки есть на паромах, да? Например, где-нибудь в Жиганском районе на метеорах возят. Там как организовано? Социально значимым перевозкам, так называемым, в этом году у нас дополнительно предусмотрели финансовые ресурсы, поэтому такое опасение было, то, что в начале года, то, что начнем по коммерческим тарифам выполнять перевозки. И основное изменение с прошлым годом, то, что Леноторфлот сюда переоформили на ЛОРП, Ленское объединенное речное пароходство, и туристические, социально значимые маршруты будут выполнять ЛОРП. Здесь уже вся подготовительная работа произведена. С начала июня уже начнутся первые рейсы, это в сторону Якутск, Олекминск, Ленск, Сангар и другие направления. Малые реки тоже Алдан, Чагда, Кутана, населенный пункт, и плюс еще на реке Алдан, это со стороны Хаттыги, в сторону Усалданского района, на реке Яна, это Нижнеянск, Кускуйга, там тоже малые перевозчики выполняют социально значимые перевозки. По тем направлениям тоже будут субсидированные социально значимые перевозки выполняться. На сегодняшний день тарифные тоже составляющие по контрактам работа выполнена, поэтому пассажирский флот тоже будет работать. Что касается именно Якутск, Нижний Бастях, тоже очень всех волнует. Здесь принципиально тоже изменение, то, что пассажирские перевозки будут выполняться со станции Намыв, это на 204-м микрорайоне. В прошлом году поэтапно проводим работу по благоустройству, есть пункты ожидания уже благоустроенные, поэтому здесь только усиливаться, улучшать для комфортных предоставления услуг. На сегодня, например, подвоз автобусов, например, тот же железнодорожные перевозки АЯМ перевозят, например, других городов на поезде, отдельно трансфер на судне Московский 11, например, выполняется. И все со станции Намыв и Нижний Бастях тоже пункты ожидания с этой направления работают. И тариф на сегодняшний день перевозчиков 500 рублей составляет.
Тем самым ранее, вот, например, с Серж-порта надо было определенную крюк делать, подходной канал выезжать, потом отдельно. Вот сейчас чуть-чуть расстояние укоротилось, и будем дальше мониторить частью того, что с учетом, например, водности, спада уровня воды, дополнительные углубительные работы планируются, и если слишком будут падать, то отдельно тоже Серж-порта будут работать. Скоростной флот будет базироваться с речного порта, здесь тоже дебаркадеры, подготовка после спада уровня воды, сейчас тоже территория была подтоплена, после спада уровня воды такие подготовительные работы полностью будут произведены, и, как обычно, начнут работать по пассажирским перевозкам. А вот в прошлом году, помните, появился еще перевозчик Сулус, который вызвал такую неоднозначную реакцию у других коммерсантов, которые занимаются пассажирскими перевозками на реке, потому что была очень серьезная конкуренция. Вообще, что с созданием конкурентной среды у нас в сфере речных перевозок? По речным перевозкам действительно есть по несубсидируемым, где конкуренция вот достаточно развита. Есть предпосылка то, что вот новые перевозчики заходят. Например, в прошлом году действительно вот перевозчик Сулус Мегино-Кангаласского района начал перевозки выполнять, 5 катеров приобрел. Нынче у него дополнительно 5 единиц судов переведено, скоростных маломерных судов. И отдельно вот работает по покупке судов на воздушной подушке. На сегодняшний день подготовительный тоже вот по оформлению документов он оформление занимается, и тоже в ближайшее время тоже должен приступить к работе. По подушкам он уже в этом весну тоже вот 2 судов на воздушной подушке работало, в катерах тоже вот сейчас в ближайшее время вот тоже должны подключиться к перевозкам. Поэтому основная задача — это организация конкуренции, чтобы определенные вот тарифные там, и так далее вот ситуация была более такой доступной для населения. Например, если даже смотреть, если раньше 1000 рублей было, например, в выходные, мало пассажиропотока было, ну, за счет тарифа, то, что вот чуть ниже стало, пассажиропоток много больше стал, и мобильность граждан уже тоже вот чувствуется, например. В речном порту много народу было, на станции мы постоянно вот определенная доступность есть, поэтому дальше будет тоже работа в этом направлении продолжаться. Мы начали нашу с вами беседу с того, что в Амге первое судно, да, груженное углем, отправляется. А когда же откроется навигация для маломерных судов? Для маломерных судов мы в этом году чуть пересмотрели сроки с учетом гидрологической обстановки, прохождения паводков. Вот, по маломерным судам с 1 июня именно в центральной части Якутии должны открыть. В северных районах 8 числа Кобяй, там, Жиганск, по Верхнеколымскому тоже вот сейчас вот уже паводки, воды уже прошли, и первые суда вот пошли, и поэтому с учетом безопасности 8 числа будет открытие. Далее 10 числа и 20 числах июня это Нижнеколымск и арктические районы июня будет планироваться открытие. Пересмотрели Верхоянский район и Устьянский район отдельно, вот чуть ранее сроки, на 2-3 дня. И посмотрели по реке Калмап, там действительно вот очень много обращений было Нижнеколымского района, село Походство там и так далее. То, что вот сроки чуть-чуть подвинуть с учетом обстановки, данные вот, требования, приказ размещен на сайте, поэтому всем действительно необходимо соблюдать безопасность на водных объектах, дополнительные инструктажи, информативная работа, усиление работы с ГИМСом, отдельными МВД там, и так далее, структурами, которые учат, административными комиссиями, уже такая работа проведена и дальше будет продолжена. Поэтому всех с наступающей навигацией, чтобы без происшествий было, и 7 футов под килем. Это самое главное. Семен Николаевич, большое спасибо, что нашли для нас время, поделились полезной информацией. Приходите к нам еще. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.